Это Супер Удмуртия и наша супер рубрика «Супер люди», где мы знакомим вас с интересными людьми Ижевска. Сегодня в «Пряном кролике» мы собираемся уже второй раз, это стало прекрасной традицией, в преддверии фестиваля «Бык-бык», фестиваля гастрономического, самого главного в Удмуртской республике. И сегодня у нас в гостях Жанна Ермолаева, автор и создатель фестиваля «Бык-бык». И мы поговорим с ней о том, как это происходит, как это зарождалось и что нас будет ждать. Жанна, привет! Здравствуйте, Лев. Автор и создатель было очень сказано громко. Это я не одна создавала, потому что это мы создавали одной большой командой. Командой, да. Поэтому здесь и наши друзья, партнеры из Эстонии, которые стояли в начале фестиваля, «Бык-бык» в создании, принимали участие. Поэтому это и не я одна. Один в поле не воин. Это безусловно так, но у поля должна быть голова. Я всегда считаю, что вот эта голова, за которой люди идут за энергетикой и за энергией, за успехом за этим. Все равно должен быть тот человек, который рулит автомобиль. Ну хорошо, тут соглашусь. Который едет. Поэтому, безусловно, это так. Ну что ж, начнем с вопросов. Да, начнем. Где-то глубоко в российской деревне, нашей, да, маленькой, есть деревня Старые Быги. Как она стала столицей финно-угорского мира, обойдя Эстонию и Финляндию? Как это случилось? Начнем вот так, издалека. О, издалека. Это все можно рассказывать прямо сначала? Да, можно, конечно. Серьезно? Да, определенно. Хорошо. Готовьтесь, я буду рассказывать. Мы с удовольствием послушаем. Более 25 лет уже мы в нашем Быгинском сельском доме культуры занимаемся возрождением традиций, обрядов, обычаев удмуртского народа. У нас есть 29 клубных формирований при Доме культуры. И вроде бы известны уже в районе, известны в республике. И нам, нашему творческому коллективу, чего-то хотелось большего. Вот уже с 2009 года, наверное, мы пытались чего-то, как гостей к нам привлечь, как к нам туристов привлечь. Мы не знали, с чего начать. И вот же говорят, когда чего-то хочешь, о чем-то мечтаешь, посылаешь энергию в космос, все мечты сбываются. Это на самом деле так. И в 2013 году нам поступило предложение поучаствовать в международном конкурсе «Культурные столицы финно-угорского мира». Инициатором этого конкурса является Оливер Лоде. Он активный активист МАФОН, Молодежной ассоциации финно-угорских народов. Придумал он этот конкурс по подобию «Культурные столицы Европы». А почему бы, говорит мне, сделать вот между финно-угорскими деревнями, именно деревнями такой конкурс? Он сам лично приезжал к нам 3 мая 2013 года в составе с Юлией Шахтиной, Никитиной, со Светланой Кольчуриной, тоже активисткой. Посмотрели нашу деревню, посмотрели наши коллективы, а потом мы с ними пообщались, увидели наши горящие глаза и сказал: да, однозначно подавайте заявку, вы достойны, вы сможете. Мы написали заявку. С нашей главой администрации совместно с муниципальным образованием Шарканский район, тогда у нас начальником управления культуры была еще Ирина Геннадьевна Хардина, написали заявку. Наряду с нами подали заявку еще 8 финно-угорских деревень из Ханты-Манси, из Карелии, из Эстонии, Коми-Пермяцкого края. Международные жюри просмотрели все заявки и выбрали тройку лидеров, выявили тройку лидеров. В их числе оказались мы, деревня Старые Быги, Удмуртия, село Вешкевица из Карелии и село Обиница из Эстонии. Этих 3 номинантов пригласили в Москву для очной презентации своих деревень. Мы, как шутили между собой, взяли свои баяны, барабаны, традиции, половики и поехали покорять Москву. И покорили. И получается, что покорили, да. 7 июля 2013 года состоялась очная презентация в эстонском посольстве. Мы уже тогда думали, раз в эстонском посольстве, значит, должны Эстония победить. Но все-таки внутри интуиция подсказывала, что все-таки мы должны стать победителями. Сразу нам результатов не огласили, сказали, что интрига будет длиться месяц. Через месяц нас приглашают в Финляндию, в город Хельсинки, где проходил конгресс МАФОН, Молодежной ассоциации финно-угорских народов. И только на 3-й день конгресса объявили, прям напряжение было такое, объявили, что первой культурной столицей финно-угорского мира стала деревня Старые Быги, Удмуртия. Мне посчастливилось там быть, так как у единственной из моей команды был зарубежный паспорт на тот момент. И мы ездили с Ириной Геннадьевной Хардиной.
Я думаю, что же делать, когда уже объявили, радоваться или ужас, что будет? Это был такой шок. Это был такой шок. С одной стороны, я ожидала этого вроде бы, да, а с другой стороны, вот это свершилось, что делать дальше? Потому что мы первые, мы не знали, с чего начинать вообще, что делать, как с этим дальше жить. Но это было здорово. Это было здорово, и вот с 2014 года уже началась совершенно новая эпоха, такой новый виток в нашей жизни, в жизни нашей деревни. Но ведь цель появилась у людей тоже, это же большая победа, Да, в принципе, да, для, вот, для деревни Старой Пеги в первую очередь, вообще для района. Это огромная победа пример. не только для района, даже для целой Удмуртии. Я думаю, что вот всегда, если куда-то выезжаешь за пределы Удмуртской республики, уже ощущаешь, что все, ты представляешь Удмуртию. Ты не просто там из старых быгов приехала сюда, не знаю кто, ты уже а ты уже представляешь Удмуртию, заявка, большая ответственность. Это очень большая ответственность. Поэтому вот до сих пор мы это ощущаем, и каждый день наполнен этой ответственностью. Скажите, Жанна, вы когда создавали вместе со своей командой фестиваль Бык-Бык в 2014 году, вы вообще предполагали, что у вас будет почти 5000 человек приезжать? Нет, конечно же. Откуда мы могли об этом предположить? Мы даже думать не смели, наверное, можно сказать так. Потому что не думаешь на самом деле о количестве, когда работаешь над наполнением фестиваля, над тем, как вот это все провести, придумать какие-то новые фишки. И вот сейчас, на данный момент, именно над тем, сколько будет гостей, как их туда завлечь, нам очень помогает Максим Коновалов. Очень огромное спасибо ему, потому что у него уже большой опыт в этом. Все его команды. Да, а мы всегда вот этот момент упускаем. Нам главное сделать наполнение, чтобы было интересно, а как завлечь людей, как завлечь гостей, это упускаем вот это. А вы помните, сколько вообще пришло на самый первый фестиваль Бык-Бык, сколько было человек? Да, это был 2014 год. Тогда у нас было 700 человек. 700 человек. Это уже заявка тоже. Это уже заявка, да, это был самый, раз так как он первый, он такой самый какой-то душевный, самый теплый, самый такой, который остается в памяти. Наверное, потому что тогда было очень много участников из Эстонии, приезжали целым автобусом, они готовили там перепелок своих, сыры привезли. И разные блюда. И, кстати, они стали победителями. Они первые победители конкурса у нас «Вкуснее», который проходит ежегодно между кулинарами. Победил тогда Тауно Ласик. К сожалению, после этого фестиваля он открыл свое кафе у Чудского озера. И да, пока не может приезжать, потому что как раз у него тоже начинается подготовка к своему фестивалю. Может быть, даже в рамках нашего фестиваля Бык-Бык у него возникла идея создать свой фестиваль, я так думаю. Вполне может быть, это же тоже хорошо, когда вот такие проекты могут вдохновлять еще и другие страны, это здорово, мы другие регионы. Очень этому радуемся. Еще гости были у нас. Надежда Эдуардовна Уткина в тот год проводила фестиваль Париж-Ижевск, Париж плюс Ижевск, и они тоже почтили своим участием наш фестиваль, участвовали тоже в конкурсе у нас «Вкуснее». Очень интересно. Вот наши гости, которые приезжали на фестиваль, самые счастливые, потому что они смогли уже тогда попробовать и эстонские блюда, и французские блюда. Приезжали марийские, коллективы марийские блюда под когольё готовили они. Вот именно почему-то первый год получился таким насыщенным. И вот сейчас я в таком предвкушении, да, к фестивалю нахожусь каждый день уже. И такое ощущение, что в этом году должно быть еще круче и вкуснее. Да, потому что команда расширилась. Да, команда расширилась. Мы сейчас подробно тоже об этом поговорим. Вот такой еще у меня есть вопрос. Ведь, наверное, за 7 лет вы сталкивались и с критикой, и с похвалой. Каково это вообще создавать этот фестиваль на 1000 человек? То есть это ведь всегда, естественно, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Поэтому, да, мы каждый год критику слушаем, хотя надо сказать, что это очень сложно выслушивать критику, но с годами, наверное, фестиваль за фестивалем все равно уже научились слушать. И первая проблема, которая у нас всегда была почему-то после фестиваля, хотя как нам казалось, вроде мы все уже для этого делаем, что к концу дня у нас
не остается еды. И Заканчивается. заканчивается еда, и гости говорят такие отзывы, что вот у вас гастрономический фестиваль, а еды у вас не хватает. Хотя недавно я встретилась с человеком, который был очень доволен. Я говорю, ты первый человек, который остался Которому всё доволен. понравилось. Потому что, говорит, я приехал, чтобы покушать. Я нашел еду, чтобы покушать и наесться. Вот, тоже, Вот. кто зачем едет, да? Тоже верно. Тоже абсолютно. две стороны Абсолютно, медали. абсолютно. Мы узнали от Максима Коновалова, что бык-бык переводится как «вкусно-вкусно». А расскажите нам, вот что нам ждать 3 июля, чем вы нас порадуете, чем вы нас удивите? Бык-бык, говорит хозяйка, когда у нее удается выпечка. То есть она пышная и сдобная. Так. Чем мы нынче порадуем? Нынче впервые на фестивале, тоже с подачи Максима, у нас появится булочная «Бык-бык», где будут вкусные булочки, и гости фестиваля смогут купить с собой в памяти фестиваля, попробовать булочки «Бык-бык». Что еще нового? Классно. Нынче впервые мы так решили, впервые проведем так фестиваль в фестивале. В фестивале «Бык-бык» у нас будет проходить еще фестиваль «Варща». Давайте подробнее вот о том, что такое варщ. Не все знают. Я хочу сказать, что я о нем знаю. Это уникальный продукт, и его можно попробовать только в Старых Быгах. Да, это Готовится он только там. уникальный национальный старинный напиток удмуртов. Да, отметил, что уже только у нас. Раньше его готовили в центральной Удмуртии, в северной Удмуртии. Но сейчас, в связи с тем, что очень сложная процедура приготовления данного напитка, многие отказались от его изготовления, но у нас появился вот именно в 2014 году, когда мы получили этот статус культурной столицы. Я говорила, что произошел переворот, да, всей деревни. У нас появился Кузьмин Гаврил, Так, это что такое? который провоцирует, говорит о себе, что он барон Габр. Вот такая палочка-выручалочка. Молодой человек, он изучил рецепт изготовления варща у своей бабушки, перенял рецепт и начал его готовить. Вот тогда у нас он появился, наверное, мы начали угощать наших гостей варщем. Он начал показывать, попросили мы его мастер-классы, как он готовится. И вот тихонечко, ступенечка за ступенечкой, в прошлом году мы приняли участие с национальным напитком варщ в российском конкурсе «Туристический сувенир». Первый тур, полуфинал, то есть проходил в Екатеринбурге. Мы ездили со своими чугунками, со снопиками ржи, вот все это показывали, презентовали для жюри. Как встречают вообще? Вот это же уникально, это же такая аутентичная вещь. Это, Как, да. как вообще реагируют? Вот мы тут плюс-минус там привыкли вот к этим видам. Чугунка, например, Да, и так далее. да, да, Хотя для меня было вообще просто поразительно увидеть, как это все готовится. Это же настоящая магия, и ну вот это искусство. Да, Это вот. искусство. Как встречают Вот Екатеринбург? всю эту магию мы показали, и я думаю, что у нас собиралось самое большее число зрителей, людей, которые приехали на этот фестиваль, подходили не с открытым ртом, смотрели. Мы еще исполняли песни наши старинные, гостевые песни, давали продегустировать варщи. Вот тоже появилось первое, наверное, когда жюри понюхали вот этот варщ напиток, и говорят: пахнет ржаным хлебом. Да. Это же жидкий хлеб. Вот тоже появилось такое, что как жидкий хлеб. У нас теперь определение новое. Очень здорово на самом деле встречают, очень все доброжелательные, очень гостеприимные. И когда узнают, как готовится, как вот это оттуда вытекает, и вот это вот, как это можно пить, это же... И спрашивают, это тут травы? Нет, никаких трав нет. Вы сами видите, что это на основе пророщенной ржи. То есть это вытяжка, и получается из ржи. Сколько там витаминов, прям прыгают, да? Вот, там мы заняли первое место и вышли в финал. Финал проходил в Уфе 3-4 марта этого года. Тогда мы тоже уже ездили вместе с Гаврилом, презентовали снова наш варщ. Очень переживали, очень переживали, и мы оттуда приехали с Гран-при. Победы. Да, национальный напиток варщ получил Гран-при всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Это, я думаю, Это очень круто. Это очень круто, это очень здорово. Мы очень рады, что мы смогли это сделать.
Смотрите, у вас одни И у нас победы, есть такой у вас напиток. одни победы, это круто, очень здорово. Что, как директор, может порекомендовать нам самое-самое основное, что мы должны посетить 3 июля на фестивале Бык-Бык? Рекомендации персонально ваши. Как минимум 3, топ-3. Топ-3 давайте отметим. Топ-3, почему стоит поехать на Бык-Бык. Первый мы уже узнали, у нас будет булочки определенные, которые можно будет собрать с собой. Второе, Да, как вариант, второе. это варш. Это Уникальная, да, однозначно, история? да, Нужно уникальный. попробовать обязательно. Фестиваль варша. И на этой площадке у нас будет не только варш, а то, что готовится из варша. Это и сур, удмуртское пиво, и квас, который готовится на основании варша. И к нам приедут наши друзья коми-пермяки, тоже привезут свой сур. Он тоже очень вкусный. Вот я думаю, что прям для ценителей нужно сравнить варш и сур, потому что вот мы очень близкие по корням финно-угорским, коми-пермяки и удмурты, на одной веточке сидим, можно сказать. И вот сейчас недавно буквально ездила в Кудымкар и попробовала их сур. Это надо пробовать. Здорово, это очень интересно. Да. Так, значит, булочки, фестиваль варша. Подытожим. И обязательно нужно посетить площадку «У нас вкуснее». Здесь у нас заявляются повара, которые готовят, финно-угорские повара, которые готовят блюда по своим национальным традициям. Прямо это будет здесь. такое соревнование, так, как между ними? Это будет соревнование у нас между вкуснее ними. Это Да, соревнование, да. это прям батл. Батл. А жюри оценивает? Или вот еще те люди, которые приходят туда, они тоже могут как-то прикоснуться? Вот именно этот конкурс оценивают Персональное жюри? люди. Или- Люди. Этот Люди. конкурс оценивают люди, которые сюда пришли, пробуют, дегустируют, покупают. Мы им на входе даем жетончики для голосования, и уже они отдают свой голос. Здорово, то есть Да, это прямо в конце такой дня. народный Народное голосование, конкурс, да. народный праздник. Уже у нас на этот конкурс зарегистрировались народ Сето из Эстонии, А да, вот, кстати, кого ждать нам коми-пермяки, из гостей? да, Кто будет? коми-пермяки. Из Мариэл приедут, из села Шорунжа. Они тоже стали 5-й культурной столицей финно-угорского мира. Они привезут нашу птичку, символ культурных столиц. Интрига, да? Интрига, конечно. Потому что мы с ней вас еще не знакомили. Она у нас находится пока в Шорунже, наша птичка. Вот, и я думаю, что я не могу не отметить еще конкурс на углях. Конкурс между кулинарными командами. Тоже очень интересный. Мы даем одинаковое количество, набор продуктов. И команды в течение 2 часов в спартанских условиях, то есть в печке, на буржуйке, в котле, должны приготовить из этих продуктов какое-то совершенно новое блюдо. А команды какие? То есть это опять же гости, которые Да, гости, приходят? То есть мы желающие. можем поучаствовать? Да, вы можете поучаствовать. Свободно прийти и Свободно вот как раз прийти, заявиться. и Нет, тоже- заранее нужно заявиться. заявиться. Да, То есть нужно, потому нужно, наверное, что- пройти регистрацию на сайте Да, где-то, да? да. На сайте, на страничке Бык-Бык у нас есть все заявочки, все положения. То есть, друзья, если вы хотите поучаствовать в кулинарной битве и заявить о себе как самый главный повар, который может справиться с любыми спартанскими условиями, скорее регистрируйтесь на Бык-Бык, приезжайте 3 июля, будет очень интересно. Так ведь? Да, правильно, Лев. Все верно. Итак, подытожим наш сегодняшний утренник такой. Уже? Да, ну будем немножко Хорошо. завершать. Расскажем о том, что у нас здесь, в Пряном Кролике, в компании Welcome Group, которая поддерживает фестиваль Бык-Бык, можно уже сейчас начать готовиться, начать пробовать удмуртскую кухню Бык-Быга, прямо здесь, с самого утра, на завтраках. Табани. Табани в Пряном Кролике. Когда еще такое было? Впервые, исторический момент. Это исторический момент, да. Я Определенно. очень рада, что мы поделились рецептами изготовления табани, а уже Максим со своей командой их сделали еще вкуснее. Здорово, мы обязательно их попробуем, и вам мы тоже рекомендуем уже начать готовиться к Бык-Быгу. Итак, 3 июля мы будем ждать В деревне всех гостей Старые Беги. Шарканского района. С самого утра? С самого утра и до поздней ночи. С Приезжайте. самого утра и до поздней ночи. Будет весело, будет интересно. Следите за новостями, подписывайтесь на аккаунт Бык-Бык. Будет много интересного. А также смотрите Супер Удмуртию, ведь мы будем встречаться. Вкусно.
И будет вкусно, и будет интересно. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Спасибо. До свидания.